В сегодняшнем видео мы расскажем о трудовых мигрантах России. Досмотрите это видео до конца, и вы узнаете, мигранты с какой страны приносят России больше денег. Подписывайтесь на наши обновления, чтобы быть в курсе о всех новинках на нашем канале, а также подписывайтесь на наш новостной телеграм-канал. Ссылка на него будет в описании под этим видео. Россия традиционно является страной привлекательной для иммигрантов. Мы хорошо понимаем, что ситуация в сфере миграции, прежде всего нелегальной миграции, связана с повышенными рисками. Нужно выявлять и пресекать деятельность структур, занимающихся подобным криминальным бизнесом, выявлять их коррупционные связи. Эксперты приводят цифры, согласно которым за март и апрель 2019 года число граждан Киргизии, находящихся на территории России, увеличилось с 705 тысяч до 713 тысяч человек. Количество граждан Таджикистана за это время тоже подросло с 1 миллиона 111 тысяч человек до 1 миллиона 255 тысяч, то есть сразу на 144 тысячи человек. Да, нужны. Почему нет? Да я как-то об этом не задумывалась, но не против, если они приедут. А почему не нужны? Конечно, мы будем помогать, почему нет? Ну, опять-таки, смотри, какие законы. Таким образом, число граждан Таджикистана, одновременно находящихся в России, достигло исторического максимума. Количество граждан Узбекистана тоже выросло с 1 миллиона 907 тысяч до 2 миллионов 100 тысяч, то есть сразу на 200 тысяч человек. Число граждан Узбекистана пока еще не достигло до кризисного уровня. По информации Центробанка России, в 2017 году работающие на территории России трудовые мигранты из Киргизии перечислили на родину рекордную сумму 2,5–21 миллиард. Это на 27% больше, чем в 2016 году. В Узбекистане за год перевели 3,9 миллиарда, что на 42% больше, чем годом ранее. Граждане Таджикистана отправили из России 2,54 миллиарда, на 31% больше, чем в 2016 году. Вместе с тем, в случаях Таджикистана и Узбекистана объемы перевода примерно на 40% меньше, чем в докризисном 2013 году. Тогда были побиты рекорды по денежным отправлениям. Кроме того, немного выросло количество мигрантов из Армении. Число граждан Азербайджана и Беларуси осталось на одном уровне. А число граждан Казахстана, Молдавии, Украины продолжало уменьшаться. У местного населения в России гастарбайтеры часто вызывают раздражение и недоверие, хотя в последние годы жители крупных городов к ним уже привыкли. Да чем они мне мешают? Наоборот, друзья, чем они мне могут мешать? Мешает, ну как, 50 на 50. Кто-то мешает, кто-то не мешает. Вот те люди, которые приезжают на заработки, вот они вам не мешают? Ну, мы их не видим практически. Те люди, которые работают, мы их не видим. Мы видим других, которые болтаются и не работают. Нет, о чем мне мешать? Я сама, у меня дочка уехала в Германию, я к ней езжу. Ну, мы с ними не общаемся, но, по крайней мере, они нам не мешают. Негатив в отношении мигрантов связан с убеждениями, что те отбирают у россиян рабочие места, чаще совершают преступления, плохо говорят по-русски, относятся безответственно к своей работе, желают только легких денег. В одном есть доля правды. Один только громкий случай, когда в Москве газон около метро в спальном районе мигранты засадили коноплей, многое объясняет. Вот только отсутствие мигрантов было бы для России настоящей катастрофой. Увеличение числа мигрантов из Средней Азии носит сезонный характер, так как летом растет спрос на рабочие руки, например, в дачном строительстве. Текст концепции изобилует терминами «безопасность», «экстремизм», «противодействие незаконной миграции», в то время как о правах человека, о борьбе с дискриминацией, социальных гарантиях, в которых нуждается большинство приезжих на заработки иностранцев, говорится мельком. Довольно определенно сказано о том, кто считается желанными мигрантами, прежде всего соотечественники русские, русскоязычные, владеющие русским языком, которые составляют лишь незначительную часть приезжающих в Россию. В нашей стране многое делается, чтобы прибывающие в Россию таджикистанцы, их семьи, близкие имели достойные условия для жизни, учебы, труда, чувствовали себя безопасно и комфортно. Это важно, поскольку в России живут и работают порядка 1,2 миллиона граждан Таджикистана, а их денежные переводы на родину являются серьезным подспорьем для экономики страны и для семей. На этом у нас все. Оцените наше видео подпиской и лайком.